очень хорошая вещь. Считаете, что это Вот послушай, эротическое? это такая красивая вещь. Ну, почитай. Давай я почитаю. Читай, конечно. Это Валерия У Алюбина. меня было эротическое из японского театра Кабуки. Ну, представитель льда это тоже. Кепку убери со стола, Буркин. Под толщей льда, с вросшими в него обрывками водорослей, личинками криля, я нашла твое лицо. Отдернула кирку, оно оказалось еще живым, я даже не поранила его. Глаза были открыты, и, отрываясь от черного царапающего взгляда, увидела, как белоснежная рубашка клинком врезывается в загорелую шею. Провела пальцами по этому краю, и ты, пробуждаясь, вздрогнул. Мои пальцы, как казалось, были холоднее. Я плохо помню, сколько времени прошло, пока ты оттаивал. Я сидела на берегу залива и совсем не пыталась тебе помочь. Тепло цвета яичной темпы лилось с твоего давно небритого лица на грудь и плечи. И ты уже был весь на поверхности этой проталины, чуть шире повторяющей контуры твоего тела. И потом мы пошли. Ты шел первым в нашей группе, среди 6 или 7 человек. Я была третьей в этой цепочке. Кажется, немедленно, а прикрывала. Не медлила, а прикрывала. В руках трекинговые палки, и мы скользили в обычных ботинках по ледяным торосам. Скольжение было легким и радостным, и появлялось ощущение камерного закрытого пространства. Так однажды я сидела в профилях Акрополя, белоснежных, из пентелийского мрамора, и Афины оставались как будто в пропасти, перебранные вчера по каждому камню и фонарю. Тогда все совпало, как в Алехе, град и мир, точнее Топос и вся Айкумена. И счастье было таким, потому что можно было обнять весь мир. Вокруг того плата из сна стояло несколько решеток, заплывших острыми сталактитами. Их приятно было отбивать, как в детской игре. Потом я оглянулась, ты стоял так далеко, будто уже вне этого пространства, сверху его, и только взгляд твой был напротив, как если бы протагонист со сцены вдруг выхватил глаза зрителя, сидящего в последнем ряду, и тот вдруг оказался ему ближе, нужнее, чем все остальные, сидящие рядом. Около нас ходили молодые мужчины, очень похожие на осетин, миловидные, с круглыми глазами, и просили у нас пить. Мы отдавали свою воду из фляжек, они сливали ее в свои черпаки и лили на тлеющие угли. Они просили нашу воду снова и снова, и мы не могли им отказать, потому что они были как будто нашими провожатыми и знали, что это необходимо. И страх подступал. Сейчас они истребят всю нашу воду, а пить захочется прямо сейчас, и не будет сил даже откалывать этот лед, чтобы топить его и напиться. Вдруг лицо твое приблизилось ко мне, и ты стал шептать мне в шею, что в этих местах недавно нашли необычно большой цветок из водорослей, длиной 200 километров и шириной 100. Он быстро разрастался, душил прибрежные айсберги, и поэтому стоковые ветра начали рвать его сверху. Ледяные течения дорвали снизу, и теперь, находя останки этого цветка, мы должны найти дорогу к дому. Я не знаю, куда делись наши спутники и провожатые, но когда я оторвала взгляд от твоих глаз, никогда не мигающих, никогда не закрывающихся даже при сильном ветре, увидела молчаливые спины тех, кто расходился от нас по прямым лучам в разных направлениях. И мы пошли вдвоем по этой безлюдной пустыне. Днем розовое комковатое, как непропеченный хлеб, очень близкое солнце согревало нас. Мы продолжали идти ночью, почему-то не уставая. Лед светился ровным живым светом. Такой же вид я видела уже в твоих глазах, когда тебе удавалось выкопать из снега нитки стеблей. Они поддавались и даже ластились к рукам, согревая наши окоченевшие, порезанные в кровь пальцы. И, наверное, уже скоро должен был появиться наш дом. Мы предчувствовали его со смешанным чувством счастья и ужаса. Оглядывались назад, видя, как вырастают в оставленных нами льдах звенящие на ветру деревья, похожие на манговые, только без листвы, гигантскими корнями в распор державшие расползавшуюся от наших шагов пустошь. И тут ты увидел как будто медальон. В нем, похожий на женскую грудь, округло бугрился лед, разрубленный пополам. Цвета жидкого купороса плескалась в ране струя, пересекаемая тончайшими голубыми венами. Ты взял на руку и сказал: как забавно, если бы это могло прирасти к твоей груди. Интересно, что победила бы. Твоя живая грудь обледенела бы или твоя биофилия, твоя страсть по живой жизни растопила бы лед.
Говорят, пилоты в Бермудском треугольнике часто слепнут от бликов и путают море с небом. В конце концов, если относиться к окружающей реальности как к форме бытия, а не его содержанию, жизнь становится сносной, не так ли? Я молчала и только тянула обмороженные пальцы правой руки к твоей загорелой шее, к тому рубцу, куда рубашка вырезалась клинком, а ты уходил, врастал в нестерпимо белый стейный свет. Я взглянула на солнце, и оно, розовое, настойчиво, по-животному, задышало мне в лицо. Браво! Так, у нас еще Так я не прочту. 10, 20, 25. Спасибо У нас еще огромное. 6 минут. Спасибо. До 30. А он так не напишет.